2 ноября средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,15 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2145 до 10,10 сомони, 1 евро от 10,1593 до 10,05 сомони, 1 российский рубль от 0,1628 до 0,1648 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром растут более чем на 1% на перспективах сокращения предложения этого вида сырья на рынке, анонсировано ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Цена на нефть марки Brent составила $95.77 за баррель, марки ВТИ $89.62 за баррель. Цена на золото в среду утром несколько растет, превысив отметку в $1650 за тройскую унцию, в то время как на валютном рынке доллар теряет позицию по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании завершения заседания Федеральной резервной системы США. Новым руководителем Алиф-банка назначена Гулянор Атабек, ранее работавшая руководителем офиса одной из крупнейших аудиторских компаний Deloitte в Таджикистане, которая около года назад начала работать в Алифе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил соучредитель Алифа Абдулло Курбонов. Вместе с Гулянор Атабек Алиф-банком будут руководить Далер Каримов и Диловар Амонов, написал он. Сам Абдулло Курбонов, по его словам, вместе с другими соучредителями намерен сфокусироваться на развитии холдинга Алиф, в частности, на проекте, связанном с технологией блокчейна. А Гулянор Атабек известно, что она около 20 лет проработала в сфере аудита в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане. Алиф-банк известен в Таджикистане как один из самых передовых в плане внедрения современных технологий. Посольство Таджикистана в Малайзии приняло участие в 6-м Селангорском международном бизнес-саммите 2022 года. Об этом сообщили в Департаменте информации МИД Республики Таджикистан. Диппредставительство страны представило продукцию Таджикистана на 8-м Селангорской международной выставке 2022 года под названием «За гранью завтрашнего дня». В сотрудничестве с торгово-промышленной палатой Таджикистана на выставке были представлены натуральные продукты и напитки таких национальных производителей, как Сиома, Уби, Файзабот, Амири, витамины Таджикистана, Памирская шелковица и другие. В этом году на выставке участвовали представители компании Амири, Уби, Файзабот и другие заинтересованные таджикские предприниматели, которые провели деловые встречи с другими местными и иностранными компаниями и покупателями в Малайзии. Выезд россиян в постсоветские страны на фоне спецопераций на Украине, частичной мобилизации позитивно влияет на экономики принимающих государств, хотя и несет в себе некоторые риски. Об этом пишет ведущий экономист по развивающимся рынкам британской консалтинговой компании Oxford Economics Татьяна Орлова в своем обзоре «Утечка мозгов из России приносит пользу ее соседям из бывшего СССР». РБК ознакомился с обзором. Согласно доступным данным по численности уехавших, на которые ссылается экономист, большинство из них прибыли в Турцию, Казахстан, Армению, Грузию и Азербайджан. Для стран постсоветского пространства влияние именно на них оценивает эксперт Oxford Economics. Эффект от реаллокации россиян выражается в притоке денежного и человеческого капитала. Денежные поступления уже позитивно влияют на баланс текущего счета стран, активизируют их внутренний спрос на товары и услуги. Приток человеческого капитала может принести пользу в долгосрочном периоде, если принимающие страны создадут благоприятные условия для работы высококвалифицированных выходцев из России. Российский Центробанк 31 октября зарегистрировал нового участника финансового рынка. Новая платежная система Астрасенс займется только трансграничными переводами за пределами России, а ее оператором будет компания Инкохран, которая является крупнейшим игроком рынка инкассации в России. Внутри России новая платежная система работать не будет, сообщает источник «Коммерсант». Астрасенс будет ориентирована на обслуживание трансграничных переводов между физическими лицами и физлицами в адрес юридических лиц, а также наоборот, но не между юридическими лицами. Максимальная сумма транзакций составит $5000. Предусмотрен лимит на сумму переводов в день. Разрешается переводить валюту в рублях и долларах США.
Оператор новой системы Инкохран полностью принадлежит Московскому кредитному банку. Новая платежная система сосредоточится на трансграничных переводах, так как конкуренция со Сбербанком и другими игроками будет очень сложной, пишет издание. Согласно источнику «Коммерсант», у новой платежной системы уже есть соглашение с рядом банков ближнего зарубежья. Ожидается, что список стран с доступом к переводам Астрасенс появится в ноябре.